الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом уроке мы начали с вами читать историю Сальмана Аль-Фариси, какой путь он проделал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, что он пережил, через какие трудности он перешагнул для того, чтобы найти все же пророка Мухаммада, уверовать и уже всю свою жизнь прожить так, чтобы Всевышний Аллах был им доволен. И я вам уже говорил на прошлом уроке, что Сальман Аль-Фариси происходил из богатой семьи. Его отец был уважаемым и почитаемым человеком, и поэтому у него не было каких-то стеснений касаемо именно каких-то мирских забот. Да? И это в первую очередь показывает нам, что человек должен стараться, да, находить, искать истину и преследовать высокие цели. То есть наша жизнь, она не состоит из того, чтобы просто покушать, поспать, выполнить свои какие-то потребности и все. Да? Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране говорит: «Аллази халакал маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Аллах тот, который создал жизнь и смерть для того, чтобы испытать вас. Кто же из вас будет тем, который будет совершать благие дела? И поэтому вот эти вот начинания Сальмана Аль-Фариси, то, что у него было все хорошо, да, у него все было в достатке, однако, несмотря на это, он не находил в себе душевного спокойствия. Он искал пути приближения ко Всевышнему Аллаху. И поэтому также мы все должны понять то, что это для нас должно быть самой главной целью. И мы с вами остановились на том месте, когда он, уже прибыв в Шам, это примерно рядом с Палестиной, да, найдя там епископа, священника, служа ему, он выяснил то, что он был нечестным, да, и принимал подаяние от прихожан, и при этом не отдавал их нуждающимся. И накапливал у себя нас так много, то, что у него в итоге сложились 7 больших кувшинов. И когда он умер, и люди хотели его захоронить, он сказал, то, что этот ваш священник, он был недостойным человеком. Он у вас брал деньги, но не отдавал нуждающимся. И показал все им эти самые богатства. И в итоге люди настолько сильно были этому, как сказать, удивлены, что они даже повесили его в итоге и забросали камнями. Из-за того даже не хотели хоронить, именно из-за его скверных поступков. И потом, когда после этого он стал искать другого человека, который был бы набожным, он нашел такого человека, который был там, да, и пришел на место этого священника. И Сальман Аль-Фариси говорит: я не видел человека, который не совершал пятикратную молитву. То есть, который не был мусульманином, но который был бы лучше, чем этот человек. То есть этот священник, который пришел на замену тому самому, он стал самым лучшим, говорит, человеком. Это был, говорит, такой аскет к этому миру. И я, говорит, никого не видел, кто бы желал бы того света, ахирата, так, как этот человек. И он, говорит, и день, и ночь был в поклонении. И я, говорит, так сильно полюбил его, такой любовью, которой я никого не любил. И затем, когда ему стало уже плохо, и уже приблизилась смерть, я сказал ему, да: о такой-то, я был с тобой, я полюбил тебя такой любовью, которой не любил никого из людей, и сейчас тебе приходит уже смерть, то, что тебе повелевал Аллах. Так скажи же мне, куда мне отправляться, кого ты мне завещаешь, кому отправиться ты мне велишь. И этот священник сказал: о, сынок мой, клянусь Аллахом, я никого не знаю, кто был бы на том же, что и я. Люди испортились и исказили религию, и оставили большую часть того, на чем они были, кроме одного человека, который живет в городе Мусул. Масул, по нашим современным этим, да, выражениям, город Масул, это такой-то, такой-то человек. И если ты хочешь продолжать наше дело и быть на том, на чем был я, отправляйся к нему. И на минутку город Масул — это в Ираке.
То есть, если рассматривать, да, даже просто представить карту, где Палестина и где Ирак, то есть это большие расстояния. Если сейчас самолет, автомобиль, это все быстро преодолевается, то раньше на это требовалось большое имущество, чтобы преодолеть путь, да, и он был долгим. И когда этот человек, священник, умер, его похоронили, и я отправился в город Мосул. И когда пришел к нему, сказал: о такой-то мне при смерти завещал такой-то священник, чтобы я отправился к тебе. И он сказал, что ты на том же, на чем был и он. И этот человек разрешил мне остаться у себя. И я был у него и видел то, что этот священник, он тоже был праведным, хорошим и придерживался того, чего придерживался его хозяин, его товарищ. И через некоторое время и он умер. И когда приблизилась к нему смерть, я спросил у него: кого ты мне завещаешь, кому мне отправиться после тебя? Есть ли такой же человек, как и ты, праведный, который выполняет повеление Всевышнего Аллаха? И тогда он сказал: сынок мой, я, говорит, не знаю ни одного из людей, который был бы на том, на чем были мы, то есть я и мой тот самый товарищ, кроме одного человека, который находится в городе Насыибин. И это такой-то человек, отправляйся же к нему. И Насыибин – это город, да, селение, которое между Шамом и Ираком. То есть получается, он с Палестины проделал путь в Ирак, потом вернулся на полпути. И после этого его не стало, мы его похоронили, и я отправился уже к третьему священнику. Когда пришел к нему, находился вместе с ним, помогал ему, поклонялся Аллаху, и после этого к нему тоже уже пришла смерть, да, и он при смерти, когда ему задал те же самые вопросы: кого ты мне завещаешь, он мне сказал то, что есть один человек, праведник, и я кроме него больше никого не знаю, кто был бы на истине так же, как я. Отправляйся в город Амурия. Этот город, он находился на территории Византийской империи, то есть это уже севернее, еще дальше. Ближе уже получается к современным границам Турции. И после этого, когда мы его похоронили, я отправился в Амурию, пришел к нему и рассказал ему о себе. И он сказал, этот уже третий, получается, священник: оставайся у меня. И после этого я увидел то, что он был праведником, поклонялся Аллаху, совершал поклонение, да, и я, находясь рядом с ним, также поклоняясь Аллаху, начал заниматься торговлей, у меня появились коровы, бараны, и, то есть начал обрастать имуществом. И после этого, когда пришла смерть этому человеку, и он был в предсмертном состоянии, я у него опять спросил: кому же мне теперь отправляться, куда пойти? И после этого этот человек сказал: о, сынок мой, я не знаю, чтобы кто-нибудь из тех людей, которые существуют сейчас, были на том, на чем были мы. И я не знаю, куда тебя направить. Однако сейчас к тебе пришло время пророка, и он придет с религией пророка Ибрагима и выйдет на арабской земле. Потом он переселится на землю между двумя скальными местами, где будут пальмы. И там есть признаки, которые невозможно скрыть. Он будет принимать подарки, но не будет принимать садака. И между его плечами будет печать пророчества. И если ты можешь отправиться в те страны, то отправляйся. И когда умер этот священник, его похоронили, и я остался в Амурии и начал искать пути, как бы мне отправиться на земли арабов. И я потом увидел караван торговцев, которые были из племени Кальб, Бану Кальб. И после этого я им сказал: возьмите меня с собой на арабскую землю, и я вам отдам всех своих коров и баранов. Вы представьте, Сальман аль-Фариси, сподвижник, для того, чтобы достичь истины, для того, чтобы присоединиться к пророку, он говорит: я вам все отдам, только доведите меня до этой местности. И в итоге что произошло? Он присоединился к ним, отдал им свое имущество, но когда они достигли долины Уади-Кура, называется Уади-аль-Кура, они поступили с ним вероломно. Они забрали все его имущество, а его самого продали в рабство одному из иудеев. То есть свободного человека поработили, да, поступили вероломно и продали в качестве раба. И я остался работать у этого своего хозяина, у иудея, и увидел пальмы, да, это немножко меня обрадовало.
Почему? Тот самый священник что говорил? Ты, говорит, пророк выйдет в тех местах, где будут пальмы, где будут финики. И я надеялся, что этот город, Вади Аль-Кура, именно тот самый город, о котором мне рассказал мой товарищ. Однако моя душа все равно была неспокойна. И когда я был у этого человека, к нему пришел племянник из города Медина, из племени Бану Курайза. Купил у него, то есть купил у своего дяди меня, и я отправился уже в Медину. И он еще об этом не знает, то что именно Медина, это будет тот город, где он встретится с пророком, саллиллаху алейхи. И после этого я начал жить в Медине, и Аллах послал пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и он находился в Мекке столько, сколько находился. Об этом Сальман Аль-Фариси не знал. Это только сейчас где-нибудь что-нибудь происходит, об этом сразу же весь мир узнает. Раньше узнавали о том, что что-то произошло или кто-то пришел, только лишь тогда, когда уже достигнут их города. И однажды я сидел, говорит, на пальме, на ветке своего хозяина, на пальме своего хозяина, да, на ветке, делал какие-то дела, и мой господин сидел внизу. И к нему пришел его племянник и сказал ему: «О такой-то, да погубит Аллах этих самых арабов. Клянусь Аллахом, они сейчас собрались около Куба и вокруг человека, который пришел к ним из Мекки, и он возомнил о себе то, что он является пророком». И вот услышав, говорит, эти слова, меня, говорит, настигла такая дрожь, то, что я, говорит, побоялся, то, что я упаду на своего хозяина сверху пальмы. И после этого я когда спустился с пальмы, начал его спрашивать у племянника: «Что ты говоришь? Что ты говоришь? Повтори!» И мой хозяин сильно разгневался на меня, да, ударил меня сильно и сказал: «Тебе-то какое дело? Иди работай». И после этого, уже когда он успокоился, я, говорит, собрал несколько фиников, имущества, да, которое у него было в качестве еды, и принес уже в Куба, да, в местность, это пригород Медины, принес туда и сказал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи: «Это вот то, что у меня есть. И я, говорит, вижу то, что вы хорошие люди, вы чистые люди. И я поэтому хочу, чтобы вы отведали этой еды, вы более достойны, чем другие люди». И передал это пророку. И сказал то, что это садака, это подаяние. И увидел, что пророк, саллиллаху алейхи, отдал эти финики своим сподвижникам и сказал: «Кушайте», а сам не притронулся к этим финикам. И я сказал: это первый знак, что пророк, саллиллаху алейхи, не кушает садака. И это так и есть. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, и его род, Аллах субхану ва тааля, им запретил есть садака и закат. И поэтому им это не дается. Аллах субхану ва тааля установил такие законы, что садака и закат не дозволены пророку и его роду. Далее, это уже было первое. Потом прошло некоторое время, и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, уже переселился в Медину, то есть достиг Медины и уже находился там. И я опять собрал немножко фиников, пришел туда и сказал: «Я видел, что ты не принимаешь садака, и это подарок, который я дарю вам, то есть тебе, о Мухаммад, и твоим близким». И когда я ему передал это, он приказал сподвижникам, которые были рядом с ним, чтобы они отведали этих фиников, и сам начал есть. И я про себя уже сказал: это второе. И после этого прошло опять некоторое время, и я однажды увидел, как пророк и сподвижники собрались на кладбище Бакия. И когда они хоронили кого-то, да, на пророке была накидка. И когда он что-то занимался похоронами, я начал отходить к нему сзади и увидел, как немножко накидка отошла от спины, то есть оголилась его спина. И я прямо начал делать, именно рассматривать, и пророк это заметил. И когда он это заметил, говорит, он прямо снял плащ и показал, говорит: «Это, говорит, ты хочешь увидеть». И показал ему его печать. И после этого Сальман очень сильно обрадовался, начал его целовать, начал плакать и сказал то, что: «О пророк, я вот совершил такой большой путь к тебе, чтобы достигнуть», и рассказал всю свою историю, какую я проделал до пророка, саллиллаху алейхи. И, однако, он все это время продолжал оставаться рабом у своего хозяина. И битвы, которые происходили при пророке, саллаллаху алейхи, битва при Бадре, битва при Ухуде, Сальман Аль-Фариси не смог там участвовать. Именно из-за того, что он был рабом, то есть он не владел собой, да, и не мог уйти. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, зная это, он пытался его освободить.
Однако, когда Сальман рассказал ему всю свою историю, он приказал рассказать ее и сподвижникам. Слушайте, говорит, как рассказывает Сальман свою историю. И поэтому, уважаемые братья, вот в этой истории есть очень большой насихат для всех нас, да, что человек для того, чтобы достигнуть истины, для того, чтобы узнать Слово Всевышнего Аллаха, чтобы встретиться с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, был готов распрощаться всем со своим имуществом, был готов терпеть рабство, хотя его вероломно предали, преодолел такие сложности, такие трудности, да, для того, чтобы в итоге, да, сделать или прожить свою жизнь так, чтобы Всевышний Аллах был тобой доволен. Но, к сожалению, в нашей жизни, да, вот мы сами, мы иногда вот настолько уже погрязли в лени, настолько нам уже неохота ничего делать, настолько мы уже привыкли к тому, то, что у нас мечети везде хорошо, тепло, свет горит, пришли, намаз почитали, что даже некоторые позволяют себе такие слова: «О, я в эту мечеть не пойду, тут там имам напрягает, долго, говорит, читает намаз». Представляете, есть намаз, утренний намаз, да, что-то, говорит, напряженный, говорит, имам. Иногда бывает так, что человек, альхамдулилля, в Казани больше 70 мечетей, да, альхамдулилля, практически 90% они заполняются во время пятничных молитв, но даже тогда человек, мусульманин, не старается именно получить максимальную пользу от джумга, от хутбы, да, от посещения мечети. Он старается выбрать, где бы там парковочка попроще, где бы там имам побыстрее читает, зайти сзади в мечети, посидеть, фарз прочитать, сразу же вылететь и давай заниматься своими какими-то насущными ежедневными делами. Кофе попивать, чай попить, покушать, поесть там и так далее. Я вот, валлахи, иногда удивляюсь, с мечети, как только салям дается, вылетают, а потом что делают? А потом сидят гр-гр-гр-гр-гр между собой, да? А вот помнишь, а вот это, а вот то есть какие-то пустые разговоры, еда. То есть я понимаю, если даже они в мирских своих делах были бы такими быстрыми, да? Пришел в кафе, заказывать, ему заказ несут 40 минут, он спокойно это все терпит, все это ждет, потом еще спокойно кушает долго-долго. То есть вот это вот стремление, вот эта вот прыть, она пропадает сразу же почему-то, как только выходит из мечети. И поэтому вот в этой истории Сальмана Аль-Фариси для нас есть очень большое назидание, что Сальман проделал огромный путь. Был сначала в Персии, потом перешел в Палестину, с Палестины в Ирак, из Ирака опять на полпути в Палестину, и затем в Византию и опять в Арабский полуостров. Это огромные расстояния. Он потратил все свое имущество, лишь бы встретиться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому это для нас является примером того, насколько человек был мотивирован поиском истины, насколько человек был мотивирован приблизиться ко Всевышнему Аллаху и сделать свою жизнь так, оставшуюся свою жизнь, совершить ее, прожить ее так, чтобы Всевышний Аллах был им доволен. Однако история не заканчивается. В итоге пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, уже когда прошло некоторое время, прошел битва при Бадре, прошла битва при Уходе, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал: «О Сальман, иди, говорит, и подпиши со своим хозяином договор о самовыкупе». То есть ты являешься рабом, договорись с ним, чтобы ты сам выкупил самого себя у своего хозяина. И когда пришел к нему хозяину, он что сделал? Конкретно зарядил цену. Поставил такую неподъемную цену и думал, что наверняка он не справится с этим, да? Он сказал ему, поставил условие, что ты посадишь 300 ростков пальм и будешь должен заплатить 40 уки серебра. Это примерно 6 килограмм серебра, если не ошибаюсь, да? Вот, недавно считал. Примерно 6 килограмм серебра. Это очень много. Это очень большая сумма. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал эти условия, он сказал, обращаясь к сподвижникам: помогите своему брату преодолеть эту трудность, чтобы он выкупил самого себя. И после этого сподвижники начали приходить к Сальману Аль-Фариси с ростками пальм. Кто-то принес 30 ростков, кто-то принес 20 ростков, кто-то 15, кто-то 10. И таким образом у Сальмана набралось 300 ростков. И после этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Сальман, иди
к своему хозяину и вырой ямки, чтобы посадить эти самые пальмы, и когда закончишь, позови меня. Я сам посажу эти пальмы в эти ямки. И Сальман аль-Фариси говорит, я сделал ямки, и мне помогли мои товарищи-сподвижники. А когда я закончил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, пришел и своими руками каждую ямку посадил. И клянусь тем, в чьей руке душа Сальмана, не погиб ни один росток. Вот это вот говорит опять-таки о том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сам он был из бараката. И его действия были баракатными. И когда он сказал Сальману, да, подожди, позови меня, я сам посажу, это было причиной того, что ничто из этих ростков не погибло. И все они выросли, то есть ожили и уже выросли в пальмы. И после этого, однажды, после какой-то битвы, ему принесли в качестве трофея большое золотое яйцо. И когда ему принесли это, он сказал, как дела у того перса, подразумевая Сальмана аль-Фариси, который подписал договор со своим хозяином. И тогда позвали Сальмана, и он, когда пришел к нему, посланник Аллаха говорит, возьми это, о Сальман, отдай своему хозяину, и, иншаллах, это будет для тебя искуплением. И когда, говорит, мы пришли к хозяину и начали взвешивать, клянусь Аллахом, оно было весом в 40 укий. То есть был договор на 6 килограмм серебра, оказалось 6 килограмм золота. И в итоге я выкупил себя от хозяина и уже после этого присутствовал в битве при Хандак, окоп, ров, да, битва Урва, и был вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и больше уже не разлучался с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И вот это вот, уважаемые братья, опять-таки говорит нам о том, что Сальман аль-Фариси это был удивительный сподвижник, его история, она удивительна. И есть хадисы, где говорится, что Сальман минни, мин ахли бейти, то есть Сальман является даже если он не является кровным родственником, но он является его близким из его рода. И у Сальмана есть множество, уже после смерти пророка, множество интересных высказываний, о котором я скажу и завершу на этом. Да? Однажды ему один сподвижник, уже после того, как умер пророк Мухаммад, и сподвижники начали расселяться. Кто-то переехал в Куфу, кто-то в Багдад и так далее. То есть начали расселяться по всему миру. Один из них написал письмо Сальману аль-Фариси, который жил в Медине. И написал ему, как дела, мой брат и так далее. Ты живешь на священных местах. И после этого Сальман сказал, священные места никого не делают святым. Поистине святым человека делают его дела. Поэтому это вот важный момент, что ни происхождение, ни твоя семья, ни твое место, где ты родился, да, ни твои близкие не делают тебя автоматически святым и тем, который войдет в рай. Рай нужно заслужить, нужно постараться, нужно совершать такие дела, которыми будет доволен Всевышний Аллах, и вот тогда только ты достигнешь именно уровня праведности, святости и будешь в раю. Но по факту рождения, что ты родился в семье татарина, в семье аварца, кумыка, в семье узбека, таджика или даже араба, да, это не делает тебя сразу же обладателем рая. Рай нужно заслужить, нужно постараться. И поэтому, если человек будет совершать праведные деяния, если он будет веровать во Всевышнего Аллаха, вот тогда он станет святым, праведным, и, иншаллах, будет среди обитателей рая. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.